Меня зовут Алибек Пуразаков, я являюсь зампредом инвестиционной компании BCC Invest дочки банка Центркредит. И сегодня я бы хотел вам рассказать о предстоящем IPO Казмунайгаза. Возможно, вы уже слышали из каких-то источников, от друзей, из СМИ о том, что планируется. IPO — это первичное размещение акций. В нашем случае это акции Казмунайгаза. Акционером его является Самрук-Казына. И вот Самрук-Казына, как акционер, хозяин этого актива, предлагает населению поучаствовать в IPO. Вообще в Казахстане IPO проводилось первый раз в 2012 году. Давным-давно это еще был Казахтелеком, а в 2012 году был это Казтрансойл. Это нефтяная компания, которая предложила 10% своего акционерного капитала. И те, кто поучаствовал в этом IPO, смог в короткий период, насколько я помню, порядка 2-3 лет заработать до 100% прироста. В 2014 году было IPO Кигога, и инвесторы, доверившие свои накопления данному эмитенту, смогли трехкратно увеличить свои вложения. Да, это успешные истории, и сейчас Казмунайгаз надеется на ваше внимание, на ваши инвестиции. Если вы слышали, то Казмунайгаз, да, это крупнейшая компания в Казахстане. Это один из лидеров отрасли. Вся экономика Казахстана в принципе базируется на нефтегазовой отрасли, и Казмунайгаз на сегодня это 25% всей добычи в Казахстане. Поэтому это такой глобальный актив, и для Казахстана IPO Казмунайгаза это грандиозное событие. И решение о том, выводить Казмунайгаз или не выводить, оно принималось на государственном уровне. Если говорить о самом Казмунайгазе, что мы можем получить, инвестируя в Казмунайгаз? Наверное, в первую очередь это все-таки надежность, потому что это одна из крупнейших компаний, нефтегазовая отрасль, это наши недра. И на сегодня Казмунайгаз размещается с дисконтом порядка 40% к своей балансовой стоимости. Балансовая стоимость — это стоимость согласно бухгалтерскому балансу. Это та стоимость, по которой оценивает ее Самрук-Казына. Гарантировано ли какое-либо вознаграждение? Здесь я вас немножко расстрою. Нам в принципе это запрещено. На финансовых рынках в принципе запрещено кому-либо что-либо гарантировать. И если вам кто-либо из каких-либо источников или инвестиционных компаний говорит, что вложитесь в этот продукт и вам гарантирована какая-либо доходность, я вам советую бежать от этих советчиков подальше. Но Казмунайгаз фундаментально очень сильная компания. Вы знаете, что это недропользователь, крупнейший в Казахстане. И согласитесь, когда мы читаем новости и слышим о том, что какое-то из месторождений, в разработке какого-то из месторождений участвуют международные компании, всегда мы задаемся вопросом, почему международные инвесторы приходят к нам, почему они забирают наши недра и выкачивают нефть. Так вот, Казмунайгаз использует опыт международных компаний, а на сегодня готов поделиться с вами своим акционерным капиталом и дать возможность вам участвовать в прибыли Казмунайгаза. Я считаю, что это отличная возможность. Я настоятельно рекомендую изучить финансовые отчеты аналитиков, в том числе BCC Invest, размещенные на сайте. Аналитические отчеты наших коллег, партнеров размещены на сайте Самрук-Казына. Помимо всего прочего, многие аналитические инвестдома сделали оценку собственноручно стоимости Казмунайгаза, и по оценкам аналитиков текущий дисконт составляет порядка 35–50%. Это значит, что в течение 12 месяцев при сохранении текущих условий вы как инвестор можете надеяться, что цена вырастет до 35–50%. Более того, Казмунайгаз располагает достаточно надежной дивидендной политикой, то есть все деньги, которые Казмунайгаз зарабатывает от добычи и транспортировки нефти, от переработки, от ассоциируемых дочерних компаний, совместных компаний с иностранными партнерами, все эти денежные потоки будут распределяться среди акционеров, к коим вы в том числе тоже будете иметь отношение в виде дивидендов. На сегодня, согласно устным заверениям Самрук-Казына, гарантированный дивиденд составит 200–250 миллиардов в год. Примерно это дополнительным доходом для инвесторов даст порядка 4–5%. Предлагая Казмунайгаз к рассмотрению, я рекомендую вам начать финансовое планирование. Для многих из вас инвестиции в акции и конкретно Казмунайгаз — это будет первый опыт. И не хотелось бы, чтобы этот первый опыт был негативный. И я могу заверить, что со стороны государства, акционера Самрука, да, и нас, как финансовых консультантов, будет оказана поддержка, большая поддержка, в том числе
на рынке будут маркетмейкеры, которые будут каждый день объявлять минимальный объем и выкупать акции, в том числе, может быть, у вас, если вы захотите через день, через два продать. Ограничений на продажу нет. То есть, как только вы купите акции, на следующий день можете реализовывать. Помимо всего прочего, мы понимаем важность программы народного IPO, и последующие имена, которые пойдут за Казмунайгазом, все-таки надеются на успешный опыт IPO. Я очень надеюсь, что вы также будете относиться к Казмунайгазу как к долгосрочному активу, потому что, согласно международным отчетам, еще одним важным фактором является интерес международных инвесторов. Вот на первичном размещении размещают только 5% акционерного капитала Казмунайгаза, и многие инвесторы, международные, западные инвестдома, очень интересуются этим активом. И было публично озвучено, что в ближайшее время, может быть в 2023 году, может быть в 2024, будет все-таки дополнительное размещение акций Казмунайгаза на лондонской бирже в формате ГДР. Если это произойдет, а оно по плану должно произойти, то это послужит дополнительным драйвером, источником роста цены акций. То есть у вас, как инвесторов, есть несколько сценариев развития событий, за счет чего вы можете получить прибыль. Поэтому я рекомендую почитать отчеты, взвесить все риски и рассмотреть в пределах 3-5, может быть 10% от вашего свободного капитала возможность участия в IPO. Я думаю, вы не пожалеете. Меня зовут Султан Жумагалей, я руководитель аналитического департамента в компании BCC Invest. Сегодня я расскажу вам, какая справедливая стоимость акций Казмунайгаза и как мы ее нашли. Для анализа IPO традиционно используются два метода. Первый метод – это сравнительный анализ, и второй метод – это анализ методом дисконтирования денежных потоков, то есть DCF. Для сравнительного анализа мы сравнили Казмунайгаз с 18 компаний, которые схожи с Казмунайгазом по производственной структуре. Эти компании представляют как и развитые рынки, так и развивающиеся рынки. Следующий метод – это метод DCF, или его называют метод дисконтирования свободного денежного потока. Мы все посчитали и выявили, что справедливая стоимость акций Казмунайгаза составляет 11 697 тенге. Дорогие инвесторы, давайте посчитаем вместе, сколько вы можете заработать, инвестируя в IPO Казмунайгаза. Как нам известно, цена размещения составляет 8406 тенге. Мы прогнозируем, что данная цена вырастет до 11 697 тенге за одну акцию в течение 12 месяцев. Давайте разберем на примере покупки 10 акций. Мы умножаем 8406 на 10, итого получаем 84 060 тенге. Это та сумма, которой вы можете владеть сейчас. В течение 12 месяцев мы прогнозируем, что акции вырастут. Берем нашу целевую цену 11 697 и умножаем на 10. Итого получаем 116 970 тенге. От последней цифры отнимаем 84 060 тенге, получаем 32 910 тенге. Это та цена, это та прибыль, которую вы можете получить, купив 10 акций Казмунайгаза. Меня зовут Куандык Жанайдаров, я представляю банк «Центр Кредит». Я отвечу на самые частые вопросы, которые возникают про IPO Казмунайгаз. Необходимо обновить приложение до последней версии в Google Play и App Store. И на главной страничке приложения у вас появится вкладочка «Инвестиции». При нажатии на нее вам предложат открыть брокерский счет. Вы оформляете эту заявку на открытие брокерского счета, подписываете смс-кодом, и через небольшое время вам придет пуш-уведомление, что счет открыт, можно им пользоваться. После этого заходите опять же в раздел «Инвестиции» и увидите большую зеленую надпись «Народное IPO Казмунайгаз». Но прежде чем подать заявку на IPO Казмунайгаз, необходимо пополнить этот брокерский счет со своего счета в банке «Центр Кредит». Вы увидите большую кнопку «Пополнить», укажете сумму, которую вы хотите пополнить брокерский счет, и переведете средства на этот счет. После этого, когда средства моментально поступят на брокерский счет, можно уже подавать заявку. После нажатия на кнопку «Подача заявки» вы увидите
Основные параметры IPO «Казмунайгаз», минимальную цену акции, соответственно, минимальную сумму, на которой вы можете поучаствовать, 8406 тенге. Вы можете посмотреть презентацию о компании, которую мы подготовили, и принять решение о том, какую сумму вы хотите инвестировать. Указывайте сумму и подписывайте эту заявку смс-кодом, после чего ваша заявка принимается в работу. Банк Центр Кредит принял решение не взимать комиссию за участие в IPO «Казмунайгаз». То есть, какую сумму вы пополните, на какую сумму вы подадите заявку, столько и будет размещено на бирже. Соответственно, без комиссии. Статус своей заявки вы можете посмотреть в разделе «История». Там будет указано, что заявка обрабатывается. Вы можете посмотреть эту заявку и при необходимости, при желании отменить, например, если вы захотите внести еще большую сумму. Вы можете отменить, деньги моментально становятся доступны на брокерском счете, и вы можете подать еще раз заявку на участие в IPO «Казмунайгаз». Результаты IPO будут озвучены в начале декабря. У вас на счете окажутся акции «Казмунайгаза». Соответственно, если вы внесли большую сумму или неровную, да, на количество акций, соответственно, вам поступит также сдача на брокерский счет. И вы эту сумму сможете в дальнейшем использовать, в том числе для покупки дополнительных акций. В настоящее время народное IPO проводится только по «Казмунайгаз», но уже озвучены планы, озвучены нашим фондом национального благосостояния «Самрук-Казна», что в следующем году планируется IPO Эйр Астана. Соответственно, когда будут озвучены даты участия, вы тоже сможете поучаствовать в IPO Эйр Астана через банк Центр Кредит. Начало торгов по акции «Казмунайгаза» ожидается 8 декабря. Соответственно, к этой дате вы сможете не только продать акции «Казмунайгаза», но и докупить акции «Казмунайгаза», но не только их. То есть вам будут доступны к покупке и продаже все акции, которые есть на локальном рынке КАСЕ. Да, планируется доступ к иностранным биржам, а именно к американским биржам NYSE и NASDAQ. По планам не ранее следующего года, 23-го, следите за обновлениями и новостями банка Центр Кредит. Комиссия за вывод денег брокерского счета не взимается. В настоящее время предоставлять доступ к обмену валюты не планируется, но в приложении банка Центр Кредит есть удобная FX-платформа, где можно обменять валюту по курсу очень близкому к биржевому, без комиссии. Продать акции «Казмунайгаза» после старта торгов можно буквально сразу, в первые же минуты, в первые же секунды. Никакого периода, так называемого охлаждения, локап-периода нету, то есть можно продавать акции сразу. Единственный момент, то что биржи мировые, в том числе КАСЕ, работают в основном по так называемому режиму T+2, то есть после сделки деньги поступают вам на счет на второй рабочий день. После этого вы сможете их либо вывести на свой банковский счет, либо приобрести другие акции на локальном рынке КАСЕ.